последние 35 лет, с конца 70-х годов, у нас в мире постоянно есть 1-2 конфликта, где идет борьба, война за ислам, где идет джихад, где идет война с неверными. 80-е годы – это война в Афганистане. 90-е годы – это война в Чечне и частично война в Боснии, потому что в некоторые периоды войны в Боснии там сражались не только группировки, которые боролись за национальное самоопределение, то есть сепаратисты, но там сражались и радикальные исламистские группировки, которые получали помощь извне. 2000-е годы – это у нас Афганистан, Ирак. Ну и сейчас, в 2010-е годы, вот у нас возникла Сирия и Ирак. Хочу еще раз подчеркнуть, 35 лет. Сменилось уже вот 3-4 фронта, но у нас постоянно идет последние 35 лет перманентно, буквально без перерыва хотя бы на несколько лет, война, крупная региональная война, в которой одной из сторон войны являются борцы за исламскую веру, борцы с неверными. В результате за эти 35 лет уже сложился контингент таких профессиональных, радикальных борцов за веру. Их общее количество можно оценить примерно в 10-15 тысяч человек. Это представители разных национальностей, они имеют гражданство разных мусульманских государств, иногда и западноевропейских государств, и даже Соединенных Штатов Америки. И отличительная особенность этих людей, что они готовы поехать практически в любой конфликт, который возникает в мире, неважно где, в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, в Юго-Восточной Азии. Вот как только возникает конфликт, который исламским миром признается как главный фронт борьбы за ислам, эти люди туда тут же готовы поехать, ну, естественно, при поддержке финансовых спонсоров, которые их финансируют. И вот за 35 лет такой профессиональный контингент воинов за ислам, он сложился, и они кочуют с конфликта на конфликт. В каждом конфликте их очень много убивают, у них очень серьезные потери в каждом конфликте. Но тем не менее их не становится меньше. Почему? Их не становится меньше потому, что в исламском мире, а исламский мир у нас очень широкий, он тянется от Атлантического океана, от Марокко до Тихого океана, до Индонезии и Малайзии. И вот в этом широком исламском мире, от Атлантического до Тихого океана, идут десятки локальных или внутристрановых конфликтов, где существуют не только политические партии, политические методы борьбы, но и военизированные методы войны. И из этих десятков локальных или внутристрановых конфликтов, которые мировая общественность в целом игнорирует, потому что они довольно мелкие и не попадают на страницы мировой печати, как правило. Так вот, из этих десятков конфликтов рекрутируются люди в это профессиональное движение, в это интернациональное движение профессиональных воинов за веру. И поэтому мобилизационный потенциал или рекрутский потенциал для этого интернационального движения профессиональных борцов за веру очень широкий, и поэтому сколько бы их ни убивали, их ряды постоянно пополняются. В целом, если возникает вот такой главный фронт борьбы за ислам, как, например, в 80-е годы в Афганистане, или в 90-е в Чечне, или вот потом в Афганистане и в Ираке, то общий мобилизационный потенциал со всего исламского мира на такую войну может составлять до 100 тысяч человек. 10-15 тысяч – это, как я сказал, просто профессиональные борцы за веру, которые готовы поехать в любой главный конфликт. И еще примерно от 50 до 70 тысяч
можно рекрутировать из вот тех десятков региональных, вернее локальных и внутристрановых конфликтов, которые существуют в исламском мире. Что это означает? Это означает, что фактически мы обречены. Вот последние 35 лет мы имели постоянный конфликт, в котором постоянную войну какую-нибудь, в котором одной из сторон были борцы за веру, и мы обречены на это и в дальнейшем тоже. У нас обязательно в обозримой перспективе, в обозримые годы, а может быть и десятилетия, обязательно будет какая-то главная война, где будут сосредоточены вот эти десятки тысяч людей, которые хотят воевать за ислам. И ситуация выглядит таким образом, что победить эти десятки тысяч людей военными средствами нельзя. Вот уже последовательно, как я сказал, сменялась война за войной, где они воюют. А мы, вот западные страны, которые с ними воевали, или Советский Союз, победить их не могли. Как договариваться с этими десятками тысяч людей, или с их идеологами, с их спонсорами, о каком-то мирном существовании в мире, тоже непонятно. Потому что мы же их называем радикалами, террористами. Ну и, соответственно, за стол переговоров мы с ними тоже садиться не можем. Поэтому победить их нельзя, договориться с ними непонятно каким образом возможно. В общем, тоже пока договориться невозможно. Остается только с ними воевать. И вопрос, собственно, в последние годы сводится не к тому, будет такая война или не будет. Вопрос сводится к тому, где будет такая война. Потому что наученные горьким опытом этих предыдущих 35 лет, все страны, которые прошли через этот опыт, склонны к тому, что они бы не хотели воевать с этими десятками тысяч людей в каком-нибудь региональном конфликте вот, на протяжении многих лет. Поэтому, образно говоря, для этого фронта борцов за веру надо подобрать спарринг-партнера, того, кто был бы готов с ними воевать. Соединенные Штаты, заканчивая войну в Ираке и в Афганистане, в Ираке уже закончили, заканчивая постепенно войну в Афганистане, снижая там военную активность, явно демонстрируют, что дальше они не хотят быть спарринг-партнером военизированного радикального ислама. Но при этом они хотят, чтобы такой конфликт где-то продолжался, и кто-то был спарринг-партнером для этого военизированного радикального ислама. Где будет открыт такой новый фронт? На Ближнем Востоке, что вот мы наблюдаем в последние 4 года в виде дестабилизации Сирии, а потом Ирака, либо в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая, потому что Китай, конечно, с точки зрения Соединенных Штатов, был бы идеальным спарринг-партнером для военизированного радикального исламистского движения. Это страна, которая достаточно сильна, чтобы многие годы воевать с этими радикальными элементами. Либо фронт будет открыт в Пакистане и затронет Индию тоже, потому что в Индии также в их мусульманской общине растут радикальные настроения. Но также нельзя исключать и того, что новый фронт будет открыт в регионе Центральной Азии, потому что здесь тоже есть потенциал для того, чтобы с этим интернациональным фронтом радикальных борцов за веру сражаться. Поэтому мое резюме из моего выступления, оно довольно пессимистичное и сводится к тому, что война, в которой радикальный ислам является стороной конфликта, у нас обязательно существует последние 35 лет. И нет никаких предпосылок считать, что дальше этого не будет. Обязательно где-то будет такая новая война. Вопрос только где? В том, где возникнет это место. Какой найдется компромисс между великими державами и региональными державами, где дать возможность для открытия такого нового военного фронта. И страны Центральной Азии, регион Центральной Азии в этом плане очень уязвим.
Потому что, с одной стороны, конечно, правительства во всех странах-регионах хвалятся, как много они достигли за 25 лет независимости. Но и действительно успехи есть. Безусловно, если посмотреть на наши страны в 90-е годы, как они выглядели и как они выглядят сейчас, разница есть. Но тем не менее, в историческом масштабе, в общемировом масштабе, прогресс 25 лет, конечно, не очень существенный. И сохраняются риски и для социальной, и для политической дестабилизации очень большие. Поэтому мы не смогли за эти 25 лет сделать жизнь в регионе такой, чтобы уже совсем не бояться того, что здесь может быть открыт новый фронт борьбы с радикальным исламом, с экстремистами и так далее. Это, к сожалению, возможно, и за 25 лет мы не добились того, чтобы это по социальным, прежде всего, причинам было совершенно невозможно. Поэтому в глобальном контексте новая война с радикальным исламом обязательно будет где-то продолжаться, и нам остается только надеяться и прилагать усилия, чтобы этот новый фронт не был открыт в нашем регионе.